Крым для меня – это маленький весь мир, где есть понемногу каждый кусочек разных даже там стран, мест, да, мира. Для меня это источник вдохновения, место, где очень много красивых видов, где в одном месте сосредоточены разные ландшафты, и горы, и море, и степи, и все это в одном таком небольшом компактном месте. Вот для меня это, можно сказать, жемчужина мира по-своему. Я, конечно, не переставал думать о Крыме, скучать по нему, и у меня не было каких-то долгих перерывов, чтобы тосковать и мучиться о том, что я не могу быть здесь. Я все равно сюда периодически приезжал. Здесь у меня родственники, дом родной. Ну и просто приезжал, чтобы здесь творить, писать, вдохновляться, набираться сил. То есть для меня Крым – это такое место силы, где я заряжаюсь новой энергией для жизни, для творчества и еду дальше покорять новые территории. На процентов 30-40 я знаю свой язык, и когда я оказываюсь в среде, когда я начинаю привыкать, то потихоньку возвращается навык общения. Хотелось бы, конечно, знать лучше и хотя бы на том уровне, как я знал его раньше, в детстве, потому что в детстве как-то больше и чаще приходилось быть в среде и общаться на своем языке. Я был в разных местах, и этого было достаточно для того, чтобы сравнить и понять и решить для себя, где бы я хотел бы жить. То сейчас я понимаю, что, опять же, Крым – идеальное место для жизни. Тут есть и природа, и море, и горы, и, опять же, там степи, да, и не нужно куда-то далеко ехать. Для меня идеально жить здесь и ездить, путешествовать по всему миру и все равно возвращаться сюда. Вот, потому что, будучи где-то в средиземноморских странах, там, в той же Греции, там, Черногории, ты видишь, что там, да, горы, море, ты понимаешь, что все это есть и в Крыму. И тем более это твой край, твой дом, у тебя есть возможность здесь жить. И я понимаю, что это большое везение на самом деле. Вообще, путь человека творческого, да, который занимается непосредственно искусством, он по-своему интересный, но в то же время и непростой, и где-то трудный, потому что зачастую человек сам организатор своего времени, пространства, он сам себе хозяин, то есть он должен работать не только над тем, чтобы создать эту картину или композицию, а еще над тем, чтобы потом это правильно предоставить, показать, реализовать. То есть тут идет постоянная работа, и тут уже кто как трудится над этим, кто насколько выкладывается и отдается этому. То есть тут просто очень важно принять тот факт, что это в любом случае нелегкий путь, и многое будет зависеть от тебя. Очень редко бывает. Вообще я не против, когда даже когда находится человек, который может прийти и сказать: вот мне нравится там твоя живопись, твоя манера, как ты видишь, мне это близко, и вот мне нужно сюда вот такую вот какую-то картину, вот примерно то-то, то-то, а там как ты сделаешь, так сделаешь. Все, я понял, услышал, меня это устраивает. Я пишу. Вот. И как бы зачастую это получается удачно, потому что изначально человек доверяет, и как бы я там постараюсь прочувствовать то, что он хочет, и выкладываюсь так же, как я
пишу там, не заказ, да, а просто какой-то... Это в любом случае та же самая творческая работа. В Крыму как только теплеет в апреле месяце, я сразу же беру этюдник, краски, холсты, еду на этюды, да, писать с натуры. И весной еще не такие длинные дни. Вот. И понятно, что ты выходишь где-то в 10, в 11 дня, и там до часов 3-4, вот этот вот цветовой день. И в этот промежуток я понимаю, что достаточный запас для того, чтобы начать и закончить работу. Я понимаю, что я сейчас, если сажусь, пишу, то понятное дело, что я не буду сейчас сидеть, грустить и писать, потому что я должен писать с удовольствием, то есть вот с отдачей, чтобы я там отрывался. Вот, иначе это будет, ни мне это не надо, ни другим это не надо. То есть это в любом случае не будет получаться вот такой вот эмоциональной живописи, да, и не будет она нести там какую-то положительную такую эмоцию. Да, я люблю, конечно, больше комфорт, чтобы там ветер не уносил мой холст куда-то, там не переворачивался, этюдник там. Конечно, бывает и такое, ветер он тебя в любом случае достигнет, но хотя бы, чтобы температура была комфортная, чтобы там не стоять, там не мерзнуть. У меня нет таких каких-то жанровых картин, да, какого-то фигуратива, через которые я мог бы там, через какие-то сцены там, или сюжеты показывать там какую-то тему, смысл, философию. У меня как бы пейзаж, да, вот. И в пейзаже я по-своему пытаюсь нести какую-то свою философию, да. Ну, главная философия – это вот красота и какой-то просто определенный момент созерцания и присутствия в данный момент. То есть поделиться вот этим моментом, дать человеку возможность вот в какой-то миг вот максимально ощутить именно вот это настроение, именно вот это состояние. Вот скорее больше какие-то такие вот созерцательные моменты, обычные, да, вот в нашей жизни, что мы вот ходим, даже по городу мы идем, не обязательно находиться прямо в каком-то живописном месте, да, даже в городе мы идем, просто можем увидеть какой-то красивый кусочек там домика, там может торчащий там какой-то балкон, даже в городе где-то, да, там какое-то там просто красиво как-то дерево там завернуло, да, и какой-то свет падает, и просто каждый человек, он по-своему замечает какие-то вот красивые, интересные моменты, фрагменты, да, и вот этот миг, вот этот момент, вот скорее вот это вот главная философия, главный посыл.